С добрым утром, друзья! Сегодня 18 декабря. Мы опять на льду, отдохнули отлично. Пока я бурил лунки, он только достал уточку. Иван уже вон. Янцикадан. Красавец. Обрыбился. Первый хариус сегодняшний. Вот такой вот красавец. Как самочувствие? Прекрасные. Как настроение? Отличные. Не зря, значит, сон-то в руку был. Да. Ты про сон хотел рассказать, какой тебе сон снился? Да, вот. Ну, это в избушке расскажу. Тут да? Длинный он. Ну, хорошо. Сон, так что свой сон Иван Григорьевич расскажет нам в избушке. Ну, и он случай был такой. Даже случай. Да. Ну, а мы не будем терять времени и тоже попробуем. А вдруг и нам улыбнется удача. Сегодня у нас потеплело, ветер прекратился. Погода просто обалденно изумительная. Мягкая такая, теплая погода. Сиговая, Сиговая, Ваня вот говорит. Ну, по ощущениям, я не знаю, градусника у нас нет. 5, 6, 9, не больше, да, не больше 8-9 градусов. Так. Ветра нету, кажется, еще теплее. Комфортная, так сказать. Не надо никакой палатки, ничего. Если бы еще хорошо клевало, то вообще красота. Клюнул хорошо? Да. Сразу бум и все, да? Бум, да. Сказал бум-бум-бум меняться. На что рыбачишь? На опарыша? Нет, в смысле мормышка какая. Дай-ка мне свеженьких тоже. Коза. Свеженького дай пару червячков мне. Коза. Я в избе оставил. У тебя мало есть? Вон, посмотри, сколько. Ну, буквально. Ну, хватит на сегодня. Там в избе есть. На, я парочку возьму. Держи. Я просто досажу свеженького ему. Да. Вот так вот. Для запаха. А то скажет, что ты меня вчерашним супом кормишь. Прокисшим. Ну, это, конечно, нимфочка, по идее, должна быть без ничего, но мы все-таки для красоты поставим туда опарыша. Прикормили сегодня интересная прикормка. Вот там вот. Сейчас я вам дойду, если до туда покажу. Каша с кровью. Забивали скотину. Братан забивал скотину и оставил кровь. И вот кашу перемешали с сырой кровью и закинули туда. Надо было выше, Иван, закинуть, наверное, нам его. Ты слишком низко закинул. Нет, это место тут, видишь, вода подкручивает. А там дальше течение. Там течение туда, оттуда подымется. Так что сейчас первый хариус есть. Вчера сколько? 5 поймали? Да. Вчера поймали 5 штук. Но он почему-то не собирается. Здесь 1-2 проплывает, а собираться не собирается. Что, видать, соберется, то клюнет. Вроде и место-то нормально. Вон река вытекает. Вот русло Печоры. Опа, 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 опа. А! Успел. Сиг. Как я кинулся, видел, да? Блин, у меня и руки не болят, и ноги не болят. Снимает камера, да? Да, вроде бы, да. Он на подъеме схватил, а мне уже терять некогда было уже ждать. Я его-то вытянул, а он еле-еле, видать, зацепился. Погода сиговая, сига мы вытащили. Я чуть было могли и потерять. Он хорошо, что в лунку поперек лег. Если бы он лег вертикально головой или хвостом вниз, то уже бы сложно было. Он у меня клюнул, между прочим. Но реакция сработала. Янцикадан. А он у меня даже не клюнул. Я вот вертикально так начал поднимать, и он у меня бац, зацепился. Я уже не стал терять времени и вытащил его. Как бы на подъеме он... Не знаю, может быть, я его даже и забагрил. Не знаю, как там было.
Но факт остается фактом. Главное, вот он. Да. Вот он, красавец мой. Янцикадан Сижок. Харюзок. У нас уже счет 1-1. Счет открыли. И это радует. А? Алтай, шалтай, болтай. Колдуй давай. Он будет колдовать, чтобы ему ерша поймать. Да, сегодня ухи с ершей он поел. Уха с макаронами сегодня у Алтая в рационе была. Сейчас пойдем к прикормленной лунке, которая с кровью. Ну, по пути, конечно, не забываем закидывать. Люблю я вот это. Сразу вот обурю несколько лунок, а потом буквально по одной минутке, по полминутки 2-3 заброса. Вот эти первые забросы самые такие интересные, можно так сказать. Ждешь. Особенно рыба же такая она, что сегодня клюет, завтра не клюет. И как бы, конечно, есть надежда попасть на клев. И вот ты ждешь, клевый сегодня день или не клевый. Вот это ожидание. Ожидание чуда, так сказать, да, Иван? Ну, А чудо иногда бывает. Иногда такие поклевки следуют одна за другой, что рыба есть. Просто вот наша прикормленная лунка. Каша с кровью. Сейчас посмотрим. По идее, кровь должна работать на окуней. Сейчас посмотрим, что она нам скажет. Подошла. Опа! Есть! Есть! Подошла рыба, Вань! Харюзок подошел. Янцикадан Харюз у нас тоже, оказывается, кровь любит. Так что прикормка с кровью работает. Подошли на запах крови. Акулы лишь бы не подошли. А то пообрывают наши все снасти. Янцикадан. идем. Опа, 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 опа. Ну, этот маленький. Этого мы отпускаем. Этого жигана мы отпускаем. Иди расти, друг. Ты нам совсем не товарищ. Ты меньше 20 сантиметров. Ну-ка. Что-нибудь крупненькое есть, нет? Опа! Опа, давай, 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 вот он! Ха-ха! Янцикадан. Вот он, на кровь-то Иван подошел. Кровушка работает. Сик. Харюс. Харюс, красавец. Так что прикормка с кровью работает. Друзья, возьмите себе на заметку: каша со свежей кровью. Вот какой красавец подошел на кровушку-то у нас. Вот он. Вот он. И там у нас сижок и харюзок. 4 рыбки уже у нас сегодня. Колдуй, шалтай, болтай, колдуй. Янцикадан. Этот у нас в этом сезоне самый крупный, наверное, да? Такого мы еще не ловили. Я уж смотрю тяжелый, думаю, не рвать не буду. Леска не знаю какая. Так-то вроде бы... А, 0,16 где-то примерно. Ну, иди, вон, Харюза полежит. Примерно 0,16. У меня еще вон нижняя лунка есть. Мы еще ее не пробовали. И там еще вон, еще ниже. Ударил сразу, бешено, как весной. Да, конечно. Так что погода сегодня по всем наблюдениям клевая должна быть. Чтобы не сглазить, Янцикадан. Сейчас, может, еще подойдет. Они, вот, видишь, 2 штуки уже подошло прикормки. Думают, наверное, откуда кровь, блин. И вот здесь. Так что кровушка у нас работала.
А ночью там прикормка тоже у тебя стояла, да? Да. Просто без крови? Да. Просто кашка. Нет, кровь была немножко. А тоже немного было, да? Ну, я вчера мороженое ее пускал. А, ну тогда, может, они еще и с ночи подошли. Так. Пока все. Но уже хорошо, уже интересно. Уже здорово просто. Я хотел попробовать. Даже чуть на озеро не уехали. Хорошо, что ледобура оставили здесь на льду. А так, я говорю, Иван, давай попробуем на озеро съездим, попробуем, может, на озере клюет. Ну, давай, говорит, сходим сюда, посмотрим с разведки, а потом и на озеро, если что. Теперь на озеро уже что-то не хочется, да? Красавцы. Этот уже так сопротивлялся даже по-весеннему, он в лунку не хотел залезать. Не то, что, знаешь, как сопля выходит эти, спящие. То есть, сегодня, значит, активность нельзя, шалтай, рыбку нельзя эту кушать. Это кашлять будет. Фу! Трогать нельзя, а то кашлять будет. Вчера в корыто собрали ершей, чтобы ему ухи сварить. Пока печку топили тудым-сюдым, он тихоря подошел из корыта, цап-царап, уже грызет их, блин. Мороз. Ну, а потом сварили ему уху, и было красиво. Так, у нас пока затишье. Так, друзья, у меня добрая новость. Прошло около где-то минут 20, полчаса, может быть. Был пойман еще один небольшой сижок. Ну, вот такой же. И вот сейчас вот поклевка харюска. Вот такой вот красавчик. Клюнул на такую вот вишню. Такая вот вишня у меня. Тяжелая вольфрамовая мормышка. Тоже, в принципе, недалеко от кровяной кормушки. Ниже по течению. Возможно, он только еще учуял запах и начал подходить. Взял, в принципе, бодренько. А до этого вот обошли все лунки, только один сижок. Такой же где-то. Итого у нас уже 6 рыб, 2 сижка и 4 хариуса. Вчера было 5. Вчерашнюю норму уже перевыполнили. А еще только у нас пока утро. Ну как утро? Время, наверное, уже около 10. Просто у нас день очень короткий. Утро 10-15. Утро плавно переходит в вечер. Так что дня нету, утро, потом вечер и длинная-длинная ночь. Полярная ночь, можно так сказать. У нас-то еще ладно. Севернее там вообще пипец. Там у них постоянно темно. Тем более через 4 дня день зимнего солнцестояния, да, будет? Да, 22. 22 декабря. Сегодня 18. Самые короткие дни сейчас, самые длинные ночи. Глухо зимнее, можно так сказать. Но, как мы видим, нет-нет и... Тем не менее, небольшой слух прорезался. Не совсем глухая зима-то. Хотя бы так даже. Если 6-7 штучек, это уже хорошо. Это уже отлично для зимы. Тем более на Печоре. Ладно бы где-то на лесной речке. Ну, скоро поедем, друзья. Скоро мы поедем. И будем рыбачить. Попробуем. В этом году мы еще не ездили. Скоро поедем. А что, Иван, если попробовать... О! Кто-то дернул, клюнул. Если ёрш, наверное, это. Там подкидывал сейчас только земли и это. Ёрш. Если попробовать на мальков насадить мелких вот этих, Ну, типа вставных поставить удочки. Сколько лунок, сейчас тепло, тем более не замерзнет же. да. Сейчас я, наверное, мальков возьму, и которые... У меня есть
продольничек же. В районе, где этот попадал ясь, в том районе насадить. А, на маленьких мальков, да? Так, вот и наш садочек. Мальки остались мелкие, как раз на удочку. Так, и что мы видим? Что-то даже клюнуло, что ли? Или это ерши? А, нет, это ерши. Малечек и ёршик. Никто их не заметил. Так, вот такая вот мелюзга. Как раз один умер. Как раз на наживочку. Сейчас закинем удочки с мальками. Может, возьмет хариус или яйца. Так, мальки мальками, но ёршиков нам тоже немножко надо. Сейчас закину удочки и начну проверку наших палок, наших продольников. Пока светло. Так, здесь малечки живые, тоже никто не приходил. Так, что с ёршиками у нас? Так, ёршики. Несколько штук скончались. Почему-то. Интересно. Но живые тоже есть. Все. Сейчас закину пару удочек и буду проверять свои палки. Хочу рассказать, друзья, вам еще об одной удочке, которую сам сконструировал. Ну, не знаю, мне кажется, она должна работать. Ловить на нее я еще, конечно, не ловил. Это специально сделал для озер. Вот она уже клюет. Вот малек здесь. Принцип: обычная удочка, перевертыш. В случае поклевок удочка уйдет туда, веточка не даст уйти. Самый прикол это то, что здесь глубина еще маленькая. Вот сверху на поводке отводной поводок, вот тут желтый кусок пенопласта, черная головка, резинка просто, сам делал вот это, и насадка опарыша. А тут чуть ниже вот скользящий груз, ну как на жерлице, все так же поводок и малечек. То есть этого малька может взять ясь, хариус, все что угодно. А пока он шевелится, вот этот пенопласт с опарышем, он тоже шевелится. Если будет тяжок, хариус проплывать, он увидит, что болтается рядом малек. Или малька хапнет, если хариус. Или вот этого опарыша, который сверху вот так вот будет болтаться. Он будет постоянно шевелиться, потому что малек сам вот постоянно, вот видите, вот малек гуляет, и оно играет постоянно. Также может взять его и окунь, ну и щука, если есть. На этот случай сделан поводок, что если возьмет щука, чтобы не было беды. Вот 4 удочки у меня такие вот сделаны. Где-то есть верхний, где-то нету для опарыша. Вон, видишь, 2 удочки есть вот с верхним для опарыша, 2 просто так, как жерлицы типа. Но крючок одинарный, так что может также яйц, хариус, все что угодно взять. Все, пошли устанавливать и пойдем проверять наши палки. Клев у нас затишье пока, Иван сказал, клевала с утра, и теперь вечером будет, в сумерках. Днем почему-то рыба не клюет. Итак, мы на палках, и у меня сейчас по плану, вот тут 6 палок у меня в ряд идет, самый верхний ряд. Поставили неудачно. Сколько мы рыбачим? Недели 2, получается.
пару мелких налимчиков было. И вот вчера был один язёк. Все. Теперь ему поставим ниже. Самый низ я там сейчас пока пробурил. Правда, под соточку. Поставлю. Потом, если что, раздолблю. Ну, а пока смотрим. Сейчас, как назло, решил переставить. И что-нибудь да обязательно попадет. Как всегда бывает такое. Нет. Чудо не произошло. Так, здесь пусто. Блин, облёд еще зацепилось. Ладно, здесь никого. Потом разберусь. Сейчас 3 палки эти проверю. И переставлю. Переставлю. Здесь крючки небольшие. Поставлю на мальков. Может быть, язёк шандарахнет. Так, здесь у нас тоже никого. И здесь, наверное, тоже никого. И здесь даже какая-то натяжечка есть. Здесь даже что-то есть. Вот такой вот налимчик. Соизволил клюнуть. Заглотил слабо. Так что мы тебя, дружок, отпускаем. Иди гуляй. Расти. Которые слабо заглатывают, мне их не жалко, я их отпускаю. А которые заглотили до желудка и вырываешь, там кровь течет, там порвана печенка, жабры, смысл их отпускать, они все равно подохнут. Таких я даже и не думаю отпускать. Все. Сначала эту тройку, потом ту тройку переставлю. Выключаемся пока. Так, 3 палки мы перекинули. Сейчас проверяем и перекидываем еще 3. Скорее всего, они пустые, но... О! А здесь рыба была. Мальков украли. Малечков свистнули. Так что здесь ерша не тронули, а малька свистнули опять же. Мальков кто-то рвет. Так что, может быть, эти 3 палки еще и не будем трогать. Посмотрим. Денек еще. Вчера здесь был язёк. Сегодня оба малька. Ну, один-то точно целый, один подохший. Ладно, потом поменяем. Ну вот. Перестановку закончили. Основную. Приступаем к проверке. Посмотрим, что за день, то есть за ночь влетело, что не влетело. Тишина. Темнеет на глазах. Надо сходить за хорошим фонариком. Этот уже подсел. Что есть, что нету. Ёрш целый. Малек целый. Никого не было. Зацеп, что ли? Ну, блядь, зацепилась куда-то. До сих пор не цеплялась, сейчас взяла, зацепилась, блин. Она все отцепилась. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Вон кто зацепил. Это вон кто зацепил. Я и говорю, это завел. Нет, он зацеп мертвый был. Да? Да, куда-то завел, видать. Ага. Вот такой. Хороший. Янцекадан хоть наконец-то первый налим сегодня. А взял за губу. А, крепко взял за верхнюю.
Да. Нормально, такие не срываются за зубы. Даже насквозь не пробило, видишь? Нихуя, такая кость там. Ага. За зубы попало вон. Да, и держит между зубами. Вон, видишь, Но, вон, видишь? да. И даже Вот. насквозь не пробило вон. За небо. Между двумя рядами зубами вот небольшой крючок. И куда-то он, видать, завел неплохо. Ну, бревно, может, там какое-то или еще что-то коряга. По-моему, в этом месте вчера попал такой же. Ну, где-то здесь, да. Ну, где-то около двушечки уже. Да, может даже больше. Не, ну, можешь. Ну, двушка есть по-любому. Да. Янцкадан. Ну, наконец-то размочили сегодня счет. Да. Машет хвостом. Пока-пока. Да. О, пока-пока. Блин, еще зацеп. Опять зацеп. Опять или за шугу куда-то завело, или что-то. Опять на лим попал и закрутил куда-то. Так, зацеп отцепили. Но налима нет. Налима нет. А была надежда. GoPro. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Я уж хотел сказать, чтобы камера выключилась, а тут вот он есть. Ваня, О, вот Янцкадан, полторашечка где-то есть. хотел сказать тебе, ну-ка, вот здесь что-то треснул лед. Я пришел, начал долбить и треснул лед. Я говорю, так себе подумал, думаю, точно тут налим. А, Треснул-то вот здесь вот. худой какой-то только. Ну, да, Одна голова да хвост. ну что, Попов не кормил там внизу. Охуенно, блин, надо выговорим. Килограмм-то точно есть. Ну, Вот Янцкадан. Второй налим на сегодня. хорош. Нормальный. Съедобный. Вчера, ну, порадуй нас. Эх, предпоследняя палочка. Ох, как он там засел. Капитально. Капитально. Эх, сошел, что ли. Блин, была натяжка на палке. Опана, опана. Оба-на. Нифига. Ни сига. Нифига. Ни сига, одна трава. Ни Откуда сига. трава? Да. В такой глубине откуда трава? Да, они косят там, что ли? эти? Малек живой. Живой, как Ёрш живой. На выбор. Ешь что хочешь. но он ни то, ни другое. Да может оба собирать. Может у них пост? Начался новогодний. Да. Новогодний пост. Не будут кушать, отбросят хвост. Такой будет их пост. Так, ну и что? Крайняя Вот. палочка. Палочка-выручалочка. В прошлый раз вроде бы было на последнем. А что-то небольшой мелкий вроде бы. Мелкий был, да. Килограммовый такой мелкий. Килограммовый. Ну сейчас пусть хоть какой-нибудь. Пущай. Какой-нибудь, какой-нибудь, какой-нибудь. Будь или не будь. Блин, даже, Дергает, да? даже тащить не могу. Ну да, конечно, дергает. Туда тянет. На обоих крючках, наверное, сейчас сидит. Блин, дрын такой. Дрын-то да, кубовый. И нифига. И
Пусто. Малек живой, еж живой. Вот что им надо, а? Шоколада, может? Так мы сами не едим. Мы не пьем, вот и не клюет, ёпросота. Да, Надо исправляться, Иван. да, надо пить с этой лунки. Да. Ладно, там возле берега еще немножко есть, там сколько? 5, 6, 7, 8. 8, наверное. Что-то у нас сегодня, Вань, обед запоздалый. А это у тебя бутерброд такой, да? Да, да, это так на ночь глядя. Какой-то такой. Жили, говорит, бедно, хлеба не было, масло приходилось намазывать на колбасу. Да. Все так. Осталось у нас совсем немножко, 8 палок. Но все-таки решили, сегодня что-то мы позавтракали поздно, кушать не хотели. Вроде бы хотели без обеда, ну, лучше с обедом. Да, ну, Да, Иван? ну не похудеем. Да, 2 налимчика мы поймали. Красивых. Двушку и килограммчика, наверное. Сейчас это дело мы сделаем красиво. И, может быть, дай бог, еще на эти 8 палок что-нибудь да А будет. налима тоже можно вот так порезать и коптить. Да? Может? А что нет? Ой, приятного аппетита. Ну давай будем. Холодная вода в печоре. Ой, холодная. А это ты на протоке набирал? Угу. Там-то вроде ничего, а здесь холодно. Пузырята дюшес. А, Смотри, какая чистая вода. да-да. Как в колодце. Да. Вкуснейшая вода. С мясом, сало, с мясом. Сегодня, смотри, даже сало не замерзает. Ну, все тепло. Потеплело, ну. Рассказывай, Иван, свой сон. Я думал, в избушке. Это же не сон. А, на самом деле было? Конечно. Ну, ты что? Я тебе кричал. А. Надо как дед Чукарь. Вот так. Так оно заклюет. Угу. Короче, ловлю ершей, где ты сказал. Ну, ты уже далеко там палкой проверял. И вдруг такой удар, вытаскивал. Даже вроде бы ее так чуть слегка задел за бороду. Вылетает щука вот такая. 3 килограмма, наверное, было. Короче, я сразу понял, что какая-то волшебная. Потому что сразу мормышка в стороне. Все как так. Думаю, за что же она зацепилась. Опарыш на месте. Я только к ней, а она говорит: Ванюк, загадываю 3 желания, быстро меня отпускай, здесь у вас очень холодно. Я, остолбенел. Ты что такое? Первый раз в жизни. Я думаю, накануне Нового года купил лотерейный билет, думаю, что загадать? Русское лото? Да. Я говорю, купил билеток, выиграть надо что-то. Я говорю, в прошлом году 2 человека выигрыш разделили, миллиард. А она и говорит, да, это правда, разделили. Это 2 человека с Единая Россия, ты их знаешь. Короче, я так подумал, кто, понял, конечно. Я говорю, мы с Геной на рыбалке. Она говорит, а Гена купил билет? Я говорю, не знаю, спрошу. Давай отпускай, потом, я думаю, ладно. Загадывай 2 желание, 3. Я говорю, да, ладно, выиграем деньги, потом загадаем. Отпустил. Только отпустил, она нырнула, выныривает и говорит, ты мне подкинь к Новому году штук 50 гальянов.
Я говорю, будет сделано. Елки-палки, я пошел сразу. Думаю, ловить надо этих гальянов, потому что что ждать Нового года. Короче, пол-ведра приношу. Она говорит, высыпешь в эту же лунку и крикнешь, щучка, щучка, возьми подарок. Ну, я, конечно, высыпал туда быстро малявок. Наклонился, еще раз долбил лунку, так, чтобы голова даже улезет. Щучка, щучка, возьми подарок. Вдруг она вылетает и меня за нос, цап, и держит. Я говорю, щука, отпусти, пожалуйста. Она говорит, вот это твое второе желание. Да загадывай быстрее третье. Я говорю, оставь меня с носом. Она, короче, отпускает. Я на карачках вот этой лунки и к берегу. А берег задуло, блин, снега вот по грудь. Короче, барахтаюсь в этом снегу, не могу на берег взобраться. Ну, такой какой-то страх одолел. Ой, ужас. И открываю глаза, темно, блин, темно. И думаю, ну, хоть с головы скинуть снег. Рву это все. Блин, открываю глаза, елки-палки, просто не замотана голова. Я раз, просто не разворачиваю и проснулся. И сразу за нос. О, оставила с носом, слава богу. Вот такое было. Ну, лотерейный билет я купил. Так 1-2. что купи билет. Ты 1-2 купил? Один. Ну, придется он купить давненько уже. Раньше играл, а сейчас давненько уже не покупаю. Ну, там такая реклама. Каждый второй выигрывает миллиард. Там. А, каждый второй даже миллиард. Ну, короче, не знаю. Ну, Но придется купить. щуку я отпустил. Нос тебе оставили, да? Ну, оставила с носом. Не знаю, конечно. Если не выиграю, то еще раз с носом оставит. Ну что, по второй? Ну, По половинке же, да? конечно. Остальное в избушке. Плюс да плюс, и будет целое. Да. Может, 2 налима клюнет? А, 2 язя. Угу. Меня спрашивают в комментариях, а что, говорит, вы так радуетесь язям-то? Я же, говорит, сорная рыба невкусная, да еще, говорит, и костлявая, что там ни вкуса, ни цвета, ни это нету. Мне нравится чешуя у него, блестит очень. Не, я говорю, наш печорский язю, очень вкусный. Я говорю, вам это может и не понять, может там в России где-то и есть язь невкусный, а тут он ароматный, вкусный. Ну, мне Вода нравится. чистая рыба. Мне нравится. Что не говори, там можно его и засолить красиво, И вкусно, закоптить, и завялить, и что хочешь. и ребрышки пожарить, и Да. с фарша котлеты, и консервы вкусные. 100 блюд можно сделать с этого язя. Кто не понимает, пусть. Пусть попробуют. Пусть попробуют, да. Ладно, дай Бог. Дай Бог здоровья. И рыбе, и нам. Дай бог. Да, чтобы можно было хотя лет до 90 рыбачить. Долбить лунки. Я имею в виду стоя. Вкусна водичка. Да холодная же. С протоки. Сразу чувствуется. Ты шкурку хочешь? А там тоже есть. Шкурку вот, если ничего не делать, не прожуешь, она деревянная вся. Ну да. Потому что сейчас у них паровая обработка Да, получается. Они броют их. Да. Это мы с тобой, помнишь, паяльной лампой там Конечно, туда-сюда, выжарил. мешковиной, кипяточком да. туда-сюда. Она вообще мягенькая, как папироска. Тоненькая. А, Ошпарили, она попухла. а это есть невозможно, она твердая. А так вот в луковой чешуе мультиварки покипела минут 20 и красота. А покипит, потом она до утра
Она выключает, и до утра она остывает сама Да, по себе. ну, набирается этого. Ладно, перекусили. Сейчас пойдем проверять оставшиеся 8 палок. Так, у нас беда. Фонарик упал у Ивана прямо в лунку. Глубина здесь небольшая. Сейчас попробуем. Сколько небольшая? Ну вот, получается с человеческий рост. Метр, если я метр почти 70, значит метр 60 глубина вместе со льдом. Сейчас попробуем поймать его балансиром. На крючке, наверное. Оп, вот, фонарик. вот он. Поймали на первый крючок даже. Вот. Вот тебе фокус. И горит еще. И горит еще. Выключай. Выключил. Так что вот поймали, друзья, фонарик на первый же крючок. Он получается, смотри, как далеко он уплыл, да, по течению. Да. И попал А мы прямо. А мы бы тут. Да, а мы искали. бы тут искали, он получается на полметра, почти на метр еще он по течению туда ушел. Да. И надо же, на один единственный крючок зацепился. Я думаю, что-то идет. Так что Я так и подумал, он еще попадет на палку. все, так что рыбы нет, но фонарик мы поймали. Фу, приключения. Да. Вот приключения. Так что этот малек один сдох, мы его поменяем. А тут-то снега сколько уже ведро навалило. Вроде тепло на улице, смотри, а примерзает все равно. Ну да, Минус. мажет. Зима, однако. Однако да. Смотри, самое удивительное, что горит фонарик, да? Да. Выключил? Выключил, конечно. Все, в избе высушим, и нормально все будет. Вот это чудо. Говорят, не найдешь в стогу иголку в стоге сена, да? Да, тут сама нашлась. А тут единственный крючок, даже не тройник. И поймали мы этот фонарик на этот крючок. Еще с малявкой. Да, Малявка зацепила. вот так вот бывает Чудеса. чудеса. А они не верят, что я щуку поймал. Вот, видишь? Ты, наверное, в душе по щуке сказал, Да, если я потеряю фонарик, да. дай желание. щука, чтобы мы его нашли обратно. Да, действительно. Вот желание Ладно, все, пошли проверять дальше. под Новый год. Ну вот наш весь улов, 2 налима, один где-то с килограмм, второй на 2-2,5 где-то. Зато утро какое красивое было, да? Начиналось красиво. Начинал 6 штук, белой рыбы, бам-бам-бам. 4 хариуса, 2 сишка. Было красиво. А теперь все закончилось. Ну ничего, не пусто, и то хорошо. Не забываем, что в прошлый раз они ловили 4 дня, а сейчас только 1 день. С 4 дня бы в 4 раза было бы больше, наверное, да? Да. Думается. Так что теперь вот этих вот всех мальков перекидываем в садок. Переставляем садки в более глубокое место, потому что где они были изначально, осталось полметра воды уже. Надо переставлять, пока они не вмерзли в лед. И все, и на сегодня все. Не короткое включение на подведение итогов. Да? Вот что есть. Что есть, то есть. Все. Ну что, друзья, закончился у нас второй день рыбалки. И уже традиционное подведение итогов. А сегодняшний улов у нас составляет это вот налимчик около килограмма, налим около 2, наверное, 2,5. Ну, в принципе, можно извесить его одного вот этого. Ну ничего себе, я ошибся. 2,840. Ну, Вот тебе и 2,5, 2,840. ну, почти 3. Да. 2,840. Ну, этот я сказал килограмм, да? Кило 200. Кило 650. Ой, кило 65 грамм.
Ну вот. Видишь, я угадал ровно, так что у меня глазомер не подводит. И еще вот утренний вот такой харюзок. Харюз красивый. 4 получается харюза и 2 сишка. Вот такой вот весь улов у нас. Весь улов. Сегодня немного послабже, чем вчера. Но не пусто, согласитесь, друзья. И сейчас общий улов у нас составит. Так, ведро 600 грамм у нас. Вычтем потом. Не крутись, ёпрст, это 6,75 граммов. 6 килограмм рыбы мы... минус 600, значит 5,5 килограмм мы рыбы поймали сегодня. 5,5. И взвешиваем вчерашний улов. Вчера мы так и не взвесили. Опана. Вчерашний помощнее. 13 940. 14 килограмм. 14 килограмм. И сколько дал? 5,5? Да. Это 20 килограмм за 2 дня рыбы мы поймали. По 10 килограмм на брата. Нормально? Нормально. А мы говорим, не клюет, не клюет. Все клюет, все нормально. Главное, мы на природе, главное на реке. Печора Дома не клюет. Дома точно не клюет. Если будем сидеть за телевизором на диване, точно клевать не будет. А так, завтра выезжаем домой. Завтра есть надежда, потому что переставили мы 6, 7, 8, где-то 9 палок, наверное, переставили, или 10, не помню уже. Есть надежда, на новом месте может что-то и клюнет. С утра попробуем хариуса. А может быть и сходим на озеро, да? Да. Чем черт не шутит, а вдруг окунь будет клевать. Так что вот такая, друзья, у нас рыбалка. Время проводим отлично. Все здорово, все великолепно. Прощаемся ненадолго, встречаемся завтра на этом же месте. До свидания, друзья. До встречи на канале Коми Рыбак. Пока-пока.